Скажите, как себя вести, если услышишь, когда летит шахед российский? Это не ко мне эти вопросы. А к кому? Это приемная райисполкома. Ну, кому звонить в Я районе? инструкции не даю. Я инструкции не даю. Недавно По ж таким в вопросам. лесу взорвался шахед. Что делать теперь? Ну так что, всякие ситуации в жизни бывают. Так что, ну что, она дом упадет? Ой. Ну так что? Ну так что? Ну так что? Всякие ситуации в жизни бывают. Ой. Так давайте сохраним для наших детей эту страну! За наших детей! За мир! За Беларусь! За мир! За мир! За мир! За мир! Прывітанне. Гэта жнівень 2020 года. Правладны мітынг за Лукашэнку. Мясцовыя яе бацькі хочуць, каб Лукашенко застаўся прэзідэнтам, таму што лічуць, што за ягоных намаганняў у Беларусі няма вайны. Але праз 4 гады 16 ліпеня 2024 года на іхняй зямлі ўпадзе і выбухне расійскі дрон камікадзе типа шахед. А гэтыя гарлапаністыя ебацькі ніяк не адрэагуюць. Спасибо! Больш таго, іх ніхто не праінфармуе, што рабіць у такіх выпадках. На дадзены момант падзею з выбухам расійскага шахеда ў Октябрьскім лічу пацверджанай. Алло, Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Да, добрый день, добрый. Как поживаете? Как дела? Ничего, все нормально. Слава Богу, потому что Бог нам вас послал. Если бы не вы, ничего бы этого не было бы. Кстати, у нас тут событие произошло. В Октябрьском дрон шахед упал. В Октябрьском районе Гомельской области. Да, знаю. Людей никак не информируют. Может, вы скажете что-нибудь? Типа, Бог послал нам это испытание, чтобы президент порадовался. Хорошо. Скажете? Ну, и посмотрим, да, посмотрим. Ну ладно, ждем ваше высказывание. Спасибо большое за работу. До встречи, до свидания. До встречи, до свидания. Скажите, у то место, где дрон упал, можно ходить собирать грибы? Ой, вот не знаю, это надо лесничего спрашивать, сейчас никого нету. Не знаю, что вам сказать. Вы звоните бухгалтеру. Откуль бухгалтер знает, или можно в то место ходить? Не знаю, про что вы говорите. Все правильно отвечаете. Понятия не имею. Наверное, можно, это же лес. Не знаю, нет, конечно, наверное. Почему? Это не к нам. Милицию спрашивать? Почему население не информируется, как действовать дальше при таких ситуациях? Это должно делаться средствами РОВД, вы считаете? Ну как в том числе, ходит же РОВД по школам и объясняет, что наркотики это плохо. Придет РОВД в школу и скажет, что когда летит дрон, надо ложиться на землю или бы в укрытии и переждать. Я понял. Андрей Владимирович, у вас какие-то либо еще вопросы остались? Ну да Я как не могу вы, вам комментировать. как вы допускаете такие происшествия? Мы допускаем. Кто мирное небо бережет наше? Ну, точно не Октябрьская РОВД. Так это, может, надо предупреждать по СМС-кам, что есть опасность такая пролета российских шахедов? Да вы что? Не может быть такого. СМС-кой? Ну. Какой еще у вас вопрос? Не глупый есть у вас? Ах, это по-вашему глупый вопрос? Россия запускает на территорию Беларуси боевые дроны. И для вас это шутка. То есть вы хотите сказать, что МЧС это в пределах ее компетенции, да? Естественно. Чрезвычайная ситуация получилась. Понятно. Дрон упал Но и если что-то случится, мы население проинформируем. У нас есть и средства, и силы для этого. А уже ураган случился, проинформировали? Проинформировали. Мы отвечаем за ликвидацию чрезвычайных ситуаций, либо их последствий. А за небо у нас отвечает авиация. Но походу она не отвечает, как мы видим. Знаю, этот вопрос вам, по всей видимости, нужно задать Министерству обороны. Ну, пишите письмо, наверное, официальное или что-то еще. Вы позвонили, вообще не понимаю, кто. Может, вы провокатор какой-то или кто-то еще. Так это если НАТО нападет, я тоже буду запрос писать письменный? Да. Это так работает Министерство обороны? Ну, я вам не могу ответить на вопросы ваши, понимаете или нет, официально. А вы понимаете, что произошло? Я вообще не понимаю, с кем я сейчас разговариваю. Ну я же вам представился. Может, вы БЧБшник, может, еще кто-то, блин. Да может, какая вы разница? Провоцируете. Напали на Хорошо, Беларусь. подскажите вашу фамилию, имя, отчество. Головач. Илья Леонидович. Ага.
Так, хорошо, Леонид Ильич, я подскажу. По крайней мере, я думаю, что с вами А свяжутся. вы, подождите, так а вы что, не в курсе? Не, ну я в курсе, но я не могу тоже так все что-то разговаривать, тем более я же говорю по телефону. Хотя бы быть спокойным, что вы в курсе, что это было, а то ж... Да не переживайте, все, будьте спокойны, все нормально. Не, так а это в лесу упало, а в следующий раз на дом, то спокойным, понимаете, трудно быть. Ну, это жизнь, я тоже не могу сказать. И в Гомеле, и в Мозыре, и ураганы бывают, тоже где-то и на дома, и на машины падают. Ой, за больное... Ну, вы же поймите, что я где-то не уполномочен все это разговаривать и рассказывать. Я передам ваш номер телефона, с вами свяжутся. Хорошо, кому вы еще об этом говорили? Кому говорили? Подождите, а что за вопросы такие? А у нас все про это знают в районе. Ну, я, например, об этом не знаю. Это удручающе, потому что у нас упал беспилотник, а ВВС и ПВО не знают ничего про это. Ну, я понял вас. Ну, так а что это происходит такое? Не, ну так, ну, вы вообще вот мне позвонили, по какой, ну, поводу? Я про то, что мы вообще защищены? Какие-то странные у вас разговоры. Подождите, Министерство обороны для обороны? Ну, к чему этот вопрос вообще? Да бляха-муха, вы что, товарищ Ромашка, у нас мирное небо закончилось. Вы в курсе, один беспилотник долетел до Могилева, ну там подымали вертолет или что, самолет, а у нас он упал и взорвался. Так это ж хорошо, что в лес. А вы не в курсе даже? Ну, во-первых, ну, я вам никакой информации представить не могу, правильно? Так у меня она информация эта. Я спрашиваю, что с ПВО? Вы хоть видели, что он летит? Я вот вас спрашиваю, кому вы еще довели эту информацию? Ну, МЧС знает про это, они же там собирали обломки. Ну, хорошо, оставьте свои контакты, мы вам перезвоним. Уже 5 дней прошло, в газетах про это не пишут. Или вам никто не звонит по этому поводу? Ну, вы первый пока. Я офигею просто. Так а что это робится такое? А если НАТО нападет, вы готовы к нападению НАТО? Все, это какие-то лишние вопросы. Не, товарищ Ромашка, какие лишние? Да. У нас же вы у нас есть, мы вам деньги платим. За что? Ну, я принял информацию. Сейчас мы будем узнавать про это. Узнавайте обязательно, звоните, я на связи. Хорошо, договорились. Ага. Мы здесь при чем? Управление территориальной обороны, при чем здесь беспилотников? Так территориальная оборона населения должна быть. Что дальше делать? Так, обращайтесь в администрацию города. В администрацию вам дальше указывают. Причем вы звоните? Вы же не знаете наш функционал. Территориальная оборона. Территориальная оборона. Ну и что территориальная оборона? У территориальной обороны есть управление определенный функционал. Мы этим вопросом не занимаемся. Еще раз говорю. Занимается это ваши, как администрация района. Они не знают ничего. Они ничего не говорят. Так не это их знают. проблемы, а я при чем? Это наши проблемы вместе. Министерство обороны не знает ничего про это. Я только что в ПВО звонил. Гражданская оборона ничего про это не знает. Звоните в РОВД, вам все объяснят. А в РОВД тоже не знают, кстати. Ну, я о таком ничего не слышал, поэтому я не могу вам ничего прокомментировать. Теперь вы знаете. Вот такая у нас оборона, такое у нас ПВО, такое у нас мирное небо. Это, ну, так, что вы хотите от меня услышать сейчас? Ну, а это в лесу упало, а если бы на дом, на райисполком? Ну, что вы от меня хотите услышать? Я хочу, чтобы вы написали правду, чтобы вы писали, не хвалили Лукашенко, главнокомандующего, а написали, что довел страну до вот такой ситуации. Ну, я думаю, это мы с вами обсуждать не будем. А кто будет? Мы ж единственным источником государственной власти в Республике Беларусь является народ. Никто с этим не спорит. Вот. А кто же будет обсуждать тогда, если народ власть держит в Республике Беларусь? Ну, с вами это не собираюсь обсуждать. Я вас зря. понял, информацию принял, вопросов больше не имею. Не имеете даже вопросов. Тут такой беспрецедентный случай произошел. Это просто позор какой-то. До свидания. Спасибо за звонок. До свидания. Григорий Озаренок беспокоит вас из СТВ. Здравия желаю. Там у нас событие случилось в Октябрьском районе. Упал дрон камикадзе, взорвался. Приглашаем вас в передачу дать комментарий. Алло. В Октябрьском районе? Да. А вы не в курсе? Да нет, в отпуске нахожусь. А, в отпуске. Так 16 числа, 5 дней назад, упал, в общем, взорвался.
А вы не в курсе. А второй... С кем говорю? Григорий Озаренок. А второй до Могилева долетел. Но там, правда, подымали авиацию. А вы не в курсе, да? Так, да, я не в курсе. Наберите Фролову. Фролову. Сейчас выполняет обязанности. Все понял. Спасибо большое. Здравия желаю, Сергей Сергеевич. Это вам. Приветствую. Что там у нас ПО? Почему беспилотники падают? Дизайнер. То есть еще и где-то это заснято? Вообще не понял, просто с кем не узнал. Да, Гарбар Илья Леонидович из Октябрьского района Гомельской области. Там у нас с 16 числа беспилотник упал, шахед. Вольно. Так, а к чему вообще вопрос? Ну, так как вы начальник главного штаба, а первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО. Так, я просто по этому телефону обсуждать не могу эти вопросы. Так ПВО не сработало, что не так. Я понял. Это не надо. Я не расслышал еще раз, с кем я разговариваю? Гарбар Илья Леонидович. А по должности кто? Пенсионер. Я в лесу просто был, грибы собирал, потом пролетел этот мопед, потом упал и взорвался. Ага. Ну, что, вам, наверное, должны были сказать, что все, мы работаем, а вы об этом никому не говорите. Не-не-не, я сказал, приехали люди, собрали обломки. Да, это большое вам спасибо, тут вопросов нету. Ну, так а почему ПВО не сработало? Это же могло и на дом упасть. Ну, так это вы зачем звоните? Вот спрашиваете, еще раз говорю, по такому телефону не могу вам отвечать на определенные вопросы. ПВО как раз у нас все сработало. Так а он же долетел до Беларуси. Куда он же? Ну, он же до леса долетел. Так а мог упасть на располком? Ну, мог, наверное, а мог и не мог. Может быть, он поэтому и упал в лесу, что мы сработали. А, так это из-за вас он упал? Конечно, поэтому по телефону, поэтому мы все тайны раскрывать не можем. Ну, хорошо, спасибо, Сергей Сергеевич, что бережете наши жизни. Да, спасибо. Что заботитесь о нашем мирном небе. Да, спасибо. До свидания, всего доброго. Телеканал НТ, слушаю вас. День добрый. Добрый. Есть сигнал из Октябрьского района Гомельской области. В смысле? Там у нас дрон упал, взорвался, шахед российский в лесу. Ну, это надо МЧС звонить. Дроны это по их части. Так они в курсе. Ну хорошо. Просто никто не освещает это событие. Ну, если их пресс-служба сочтет нужным это осветить, они с нами свяжутся. А как же происшествие? В смысле? Ну, у вас на горячей линии автоответчик говорит, если у вас есть происшествие... Мы вас не знаем, а пресс-службу МЧС знаем хорошо. Если будет официальное заявление, мы все осветим. Так люди видели, слышали? Уважаемый, я вас услышала. Спасибо. Неинтересно для вас, правда, да? До свидания. Я постараюсь передать как экстренное ваше обращение, но, к сожалению, дать каких-то гарантий не могу. Ну, тогда перешлите на наш электронный адрес телерадиокомпании видео, фотоматериалы, и тогда, возможно, с вами свяжутся. Возможно, да. Вообще неинтересная новость. Прилетел Нет, дрон, взорвался. Прекрасная новость. Прекрасная. Действительно, что может быть прекраснее, когда мирное небо кончается над Беларусью? А вы там про свою идеологию, про своего Лукашенку, а тут нападает на нас соседский брат. А я за него не голосовал, он ваш. Ну, ясно. Ну, готовьте видео, фотоматериалы, и с вами свяжутся. И что вы говорите? Ну, напишите про это. Ну, вот с какой целью? С какой целью вы позвоните? С какой целью написать? Ну, потому что в следующий раз что людям делать? Как наше небо дырявое, ПВО работает? Почему этот дрон там летел? Так а почему этот дрон там летел? Как он оказался там? Война же не на нашей территории идет. Так, я вашу информацию приняла, я сообщу, поэтому не знаю. Когда упал, скажите, какого числа? 17 числа. Ну и все, молчание в эфире, никто про это не пишет. А нам, грибникам, что делать? Значит, не посчитали нужным это давать в эфир. Так это же... Есть такой вариант, вы его не исключаете? Так это если НАТО на нас нападет, тоже не расскажут ничего.
Не, я думаю, тут только у нас не будет. Оставьте свой контактный номер. 29. Если есть фото, видео, пожалуйста, мы готовы смотреть. А так, как бы вы же понимаете, что такое одна бабушка сказала. Хорошо, тогда Спасибо мне придется большое, сфотографировать. что вы тут это меня место. допрашиваете. А это Давайте не переживайте, на этом. это просто я ордею за объективность и за информирование населения. А это приятно. Да, это, Мы здесь с вами. пожалуйста, хоть каждый день. Спасибо, до свидания. Як думаєте, після нашого шухера ці напишуть у державних СМІ про таку подію? А на гэтым все. Живе Беларусь, слава Україні! І наприкінці послухайте, як працює психологічна допомога у Міністерстві оборони Республіки Білорусь. Пакуй. Ну вот как думать про наше Министерство обороны? Пропустило, шахет пропустил, пролетел, упал. Но какое это отношение имеет к психологической помощи? Ваши отношения? Я просто поражаюсь, насколько вы там беззаботно себя чувствуете. Россия атаковала Беларусь впервые боевым дроном. 5 дней прошло, ни слуху, ни духу, никто не пишет, не переживает. Я поражаюсь вашим крепким нервам. Но мне на это вам ответить нечего. Да вот, дожились. Нечего ответить, некому защитить мирное небо Беларуси. А что дальше будет? Задаваемые вами вопросы не относятся к психологической помощи. Если вы хотите меня скомпрометировать и вывести на какой-то диалог о политической ситуации или что-то подобное, то вы попали не на тот телефон. Ну утешьте меня, что не все так плохо. Если это не относится к вашим личным психологическим проблемам, а отношение к вашим вооруженным силам это не личные психологические проблемы, то я вам помочь не смогу. Это печально, что никто не может нам, гражданам Республики Беларусь, помочь в такой ситуации. И непонятно, к кому обращаться. А вы в местные органы власти обращались? А они сказали, ну и что, всякое бывает. Но в этой ситуации оказывать вам психологическую помощь нету никакого смысла. Да? Потому что психологической проблемы у вас никакой нет. Откуда вы это знаете? Ну, судя по изложению вами материала, я в этом полностью уверен. Ну так я таблеток наелся. Ну, так может тогда в поликлинику сходить, а не заниматься самолечением? Но я сходил раньше, у меня таблетки и ранее выписаны. Так поэтому я, может, по голосу бодрячком, а на самом деле эта ситуация о чем говорит? О том, что небо Беларуси не защищено. Сегодня-завтра НАТО нападет. Я с вами на эту тему разговаривать не буду, потому что я в этом вопросе некомпетентен. Ну, сегодня-завтра НАТО нападет. И что, тоже будем молчать? Но это уже будут другие должностные лица принимать решения, а никак оказание психологической помощи по телефону этот вопрос точно не решит. Понятно, ладно. Короче, вы некомпетентный. Но имейте в виду, что когда нападут на Беларусь по-настоящему, то никто нас и вас в том числе не защитит. Хорошо, я буду иметь, спасибо. Помните, как Пригожин на Москву пошел? Что было? Я с вами не намерен обсуждать политические темы. А это наша жизнь. А вы вот не намерены, а потом... Да, я не намерен. И все, и вы в плену у врага. А вы не хотели обсуждать, не хотели решать проблемы. Но обсуждение вот этих вот тем по телефону точно никак не решит в будущем возможные мои проблемы.